Ребятушки, всем привет! С юга Республики Коми. Ребятки, сегодня наш праздник, 23 февраля. И, конечно, ребятки, я хочу приготовить праздничный обед. Сегодня немножко побалдеем, отдохнем. Ну и покажу, ребятки, что сегодня у нас будет по плану. Так что давайте смотреть, не переключаемся. Все будет здорово. Сегодня, ребят, хочу показать один рецептик. Все, наверное, многие знают, что такое наггинсы. Ну, фастфуд, Макдональдс и так далее. Но, ребят, сегодня будут наггинсы очередные. Это, ребята, будет делать из рыбы. Рыба-щука. Филейная часть. Вот супруга моя уже сделала филюху с небольшой щуки. Так что из них будем, ребят, делать наггинсы. Так как, ребята, рыба это не основное, сделаем немного мяса. Ребра замаринованные в гранатовом и соевом соусе со специями. Все, они уже маринуются, ребятки. Так что это мы в стороночку. И сейчас займемся щукой. Займемся наггинсом. В данный момент, ребята, мы имеем энное количество филе щуки. Щука была не крупная, но в принципе на нашу небольшую семейку этого достаточно. Можно было, ребят, показать, конечно, на разделку филе здесь, но сейчас мы имеем мороз небольшой, 20 градусов, так что это не очень удобно и не очень приятно. Супруга моя сделала уже дома это все. Ну, плюс еще то, что у меня маленький ребенок, и она своим педикюром повытаскивала все небольшие косточки, так что здесь проделана работа отличная. Так что филейная часть, ребят, здесь вообще грандиозная. Сейчас будем мариновать щуку. Пока, ребят, разжигаем мангал, надо замариновать щуку. Щука уже, ребят, на филюшке сделана. Но эти кусочки будут большие, мы их немного порежем. Вот такими, ребят, таким макаром. Ребятки, щука порезана вот такими пропорциями. Ну, в принципе, основной кусочек мяса. Можно, в принципе, и плоскостями это делать, но это будет удобнее и вкуснее, я так думаю. Для этого нам понадобится, ребята, для марината соль. Щуку сейчас мы солим. Перец. Мельница, конечно, подвела, ребят. Ну, мороз, все понятно. Сломалась. Сейчас все это мы дело перемешаем, ребят. Так. Ну вот, ребята, соль, перец мы добавили. Для кляра нам понадобится, ребят, 2 яйца. Ну, в зависимости, конечно, сколько рыбы. Но рыбы в данный момент немного, так что 2 яйца вполне достаточно. И 20. Это в сторону. Ну все, ребят, это все дело мы перемалываем. Можно, конечно, ребят, это ложкой, вилкой делать, но я привык все делать руками. Мне так почему-то больше нравится. Все, это дело, ребят, мы перемололи, перемяли. Все, ребят, сейчас пока разжигаем мангал, на пару часиков мы, ребят, занесу в баню, в теплое место, пускай это все дело маринуется. Ну, друзья, с мангальчиком разобрались. Вот так наложил домиком дрова, потому что углей нам надо будет много. Банька топится, погода шикарная, мороз, 20 градусов. В принципе, все ништяк. Занимаемся дровишками, топим баню, пока маринуется у нас наша щука. Так что, ребят, пока все идет по плану. Так, ребятки, пока готовится мангальчик, хочу приготовить к копчению сыр.
сыр, ребята, использую адыгейский. Вот такой. Ну, или козий. Ну, в плане такого, то что, который не плавится. Не плавится на мангале. Вот такая шайбочка, ребятки. Вот она. Разрежем мы, ребят, ее вдоль. Вот так, таким образом. Раз. Вот таким образом, ребятки, мы ее разрезали. Сейчас ее будем, ребятки, приготовим коптилочку нашего сыра. Для такого количества сыра, ребят, щепы понадобится очень немножко. Вот так мы это сделали. Положим, ребятки, решеточку. Ну и наш сырок. Раз. Все, ребятки. Закрываем крышечкой. Очередное блюдо ждет своей очереди, ребят. Вот наша щучка пошла. Пошел процессик. Еще раз повторюсь, тоже, ребят, за бортом мороз у нас. Ну, баня топится и там тепло. Мариновалась она там, ребятки. Для щуки понадобится нам еще лимон. Возьмем половину лимона. И все, ребятки, это дело туда выжмем. Лимон добавит все равно свежесть свою определенную. Ну и рыба без лимона, ребят, это не рыба. Вот так. И еще раз, ребятки, все это дело перемешаем. Попробуем на соль. В принципе, я думаю, неплохо. Ну, еще раз закроем, ребятки, и ждем. Что, друзья, ждем уже мангал. Угли у нас подоспели. Сейчас берем масло растительное и наливаем в сковородку. Масла надо много. В принципе, вот такого пузырька не хватит. Вот таким макаром. Сейчас ждем, пока можно, ребятки, отправить уже коптильню тоже на мангальчик. Все, ребятки, сырок готовится, масло разогревается. Сейчас займемся. Теперь, друзья, берем наши наггинсы. Вот они, ребятки, еще раз размешаем. И теперь просто берем муку, ребятки, и каждый наггинс вот таким образом обваливаем. Можно побольше брать сразу вот таким образом. Можно, в принципе, использовать панировочные сухари. Но, ребят, мука — это есть мука. Слышно, масло уже, ребятки, подходит. Таким образом, ребятки, все делаем, уваливаем. Очень интересный способ, ребятки, в плане таких можно сделать и на природе. Ну, как в данный момент. Я почему показываю, ребят, такую кухню, что такую кухню это можно сделать на природе. Ну, в плане на рыбалке или на охоте, или где-то в тайге, вот еще что-то. Ребятки, остатки вываливаем и обволакиваем. Ну, в принципе, все, ребятки. Вот наши наггинсы готовы, ребятки. Сейчас будем отправлять их. Ну что, друзья, в масло. Погнали потихонечку. Раз. И вот так, ребятки, по кусочкам будем все это дело отправлять.
Готовится, ребят, быстро. До золотистой корочки. Главное не передержать. Удобств, конечно, ребят, мало, но тем самым как будто в тайге, на бане, где-то в зимовье. Вот таким образом, ребят, еще можно добавить, есть место. Лопатку. Нам понадобится вот такая лопаточка, наверное. Опа, что-то упало. Ну, поднимем. Ну вот, ребятки, переворачиваем. Готовится, повторяюсь, очень быстро, ребята. Еще плюс какой, то что какие-то малейшие косточки, ребятки, остаются, они просто прогорают, потому что масло, ну, все знают, что очень большой градус, больше кипятка. Ребятки, коптится сырок у нас, заметьте, то что делаем сразу два дела, ну и жарим на газ. Первая партия готова, снимаем. Вот такая красота получается, ребятки. Снимаем и грузим вторую партию, ребят. Что, ребят, вторую партию загрузили. Вторая партия пошла готовиться. А тут можно попробовать, ребятки. Вот такая приколюха, ребятки. Просто, ребята, наггин. Вот такой, ребята, классный рецептик. Из простой щуки. Самый подошел сырок у нас. Вот и сырок, ребятки, у нас подошел. Оба. Огонь. Вот, друзья, две шайбочки такие. Адыгейский сырок, ребят. Просто красота. Опа. Просто блаженство. Ну что, наггинсы готовы. Отправляем их на стол и занимаемся далее. У нас еще помимо рыбки и сыра есть мясо. Мясо, ребят, мариновалось в соево-гранатовом соусе со специями. Вот такие ребрышки, ребятки. Сейчас мы это все дело положим на барбекю. И как раз костер уже прогорел, мы их быстренько пожарим. То, что, ребята, остается вот этот соус, и возгорание будем поливать еще. Ну все, отправляем. Это наши ребрышки поспевают потихонечку. Потихонечку, помаленечку, ребятки. Ну, собственно, ребят, поливаем потихоньку. О. Ну что, друзья, вот ребрышки, ребятки, поспели. Вот такие ребра. Шикарно получились. Вы не смотрите, ребят, что они такие темные. Это из-за такого соуса. Так-то они, ребята, вообще даже не пригорели. Вот такие ребрышки. Огонь. Ну что, друзья, вот такой обед у нас получился. Пожалуйста, мяско. Вот такие, ребят, наггинсы. Вот такой сыр, ребят. Давайте попробуем. Вот видно, ребят, сыр. Огонь. В принципе, ребят, подходит к вину очень хорошо. Допустим, какие-то дамы будут
Им к вину вообще самое то. Вот такие, ребят, наггинсы. Никто бы не сказал, что можно такие наггинсы сделать, ребят. Это просто песня. Он просто хрустящий, ребят. Растворяется. Еще раз повторюсь, ребят. Были какие-то косточки, они просто в кипятке, в кипящем масле не растворились. Ну, ребят, давайте посмотрим наши ребра. Ребят, шикарно. Соевый и гранатовый соус дает сладкость к мясу. Это просто классно. Ну что, друзья, баня почти готова. Все наши ингредиенты готовы, ребят. Вот такое мяско. Просто шикарно. Сейчас приезжают друзья, ребят. Идем в баню. Отдыхаем. Завтра, ребятки, едем на рыбалочку. Так что по планам все хорошо. От меня, ребят, лично хочу поздравить всех ребят, всех мужиков, всех пацанов с этим таким грандиозным праздником, ребят. Это наш праздник. Всем желаю здоровья, счастья, успехов, ребят. Ну и, конечно, как мы на рыбалку едем. Ни хвоста, ни чешуи, ребят. Ну и пусть будет все хорошо в нашем нелегком деле, ну и в нашей нелегкой жизни, наверное. Так что, ребят, на связи, увидимся на рыбалочке. Всем удачи, всем пока. Я за тебя Богу помолюсь, моя великая святая Русь. Я за тебя, как за мать родную, на поле боя выйти не боюсь. Я твой сын, пускай не самый примерный, сильный кулак и слабые нервы. Война с законами со школьной парты, таких как я не берут в космонавты. Я тот, кто вряд ли сумеет раскаяться, от этого не зарекаются. Мне просто сразу повезло усвоить: бери свою и никогда не приступай людское. Если небо затянули тучи, если враг у порога с ворой, я одену костюм самый лучший и для тебя стану крепкой опорой. Медали деда давно заржавели, из патефона грустная мелодия. Увы, забыли взрослые дети, что означает слово Родина. Медали деда давно заржавели, из патефона грустная мелодия. Увы, забыли взрослые дети, что означает слово Родина. И что нашел ты там, Иван за океаном? Неужели тоже побежал за этим стадом? Там все пылает глянцем и радужно искрится. Ну как же в это не влюбиться? Там говорят, свобода выбора на выборах, и хулиганов ты не встретишь вечерами во дворах. Там все конфликты решаются в твиттерах и практически никогда на кулаках. Там море голых тел и